Уже к концу этого года будет реализован инвестиционный проект солнечных электростанций Куйнбулагы мощностью 50 мегаватт в селе Турюайгыр Исыкульской области. Он реализуется Национальным агентством по инвестициям совместно с казахстанскими инвесторами. Общая сумма вложений составила $30 миллионов. Данные солнечные станции помогут обеспечить электроэнергией более половины населения региона. Плюс это сократит нагрузку на Токтогульскую ГЭС. Будет создано почти 600 рабочих мест. Если в других областях только зимой часто большие объемы, то на Исыкуль только летом, да? Получится с нашим сейчас нехваткой электрогенерации, получается для электросистемы Кыргызстана это хоть какой-то, получается, помощь получится, да? По итогам визита, когда в 2022 году президент Казахстана Касым-Кемелевич Токаев приезжал, когда к нам, тогда была договоренность, что здесь мы построим солнечные электростанции, которые они уже реализовали у себя в Казахстане. Вот на основании этого мы идем сейчас. Национальное агентство по инвестициям при президенте создает хорошие условия инвесторам. В ускоренном режиме решаются вопросы аренды земли иностранным вкладчикам. Упрощена выплата налогов, сократилась бюрократия. На сегодняшний день Казахстан один из ведущих партнеров Кыргызстана в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Если в 2023 году общий приток инвестиций в Кыргызстан составил $798,2 миллиона, из них более $67 миллионов были привлечены из Казахстана. К примеру, с 2021 года по сегодняшний день она не спускалась ниже $65 миллионов США. В Кыргызскую республику инвестировали более 12 казахстанских компаний. Также стоит отметить, что самыми крупными на сегодняшний день являются Казминералс, это горнорудная деятельность, и второе это банковская деятельность, как всем известно, это Оптима Банк. В какие отрасли в основном вкладываются казахстанские инвесторы? Это финансовое посредничество и страхование. В 2023 году в эту сферу поступило $27 791 000. Второе место занимает оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов. В эту отрасль казахи инвестировали $21 979,9 000. Добыча полезных ископаемых – $5 694,3 000. И обрабатывающее производство – $3 231,8 000. Самые главные преимущества кыргызско-казахстанских экономических отношений – это наличие общей границы, налаженная транспортная инфраструктура, а также братские отношения двух народов. Как отметил экономист Денис Бердаков, сотрудничество между нашими странами является долгосрочным. Это доказывают реализованные инвестиционные проекты, которые ведут свою деятельность около 10 лет на территории Кыргызстана. Последние 2 года мы замечаем, можно сказать, возрождение кыргызско-казахских торгово-экономических отношений, потому что более 10 лет у нас отношения топтались на месте. Сейчас мы видим очень широкую инвестиционную программу по развитию торгово-логистических комплексов, которые две страны совместно продвигают. И, конечно же, ожидаемые значимые инвестиции в гидроэнергетику Камбарата-1 прежде всего. Помимо этого, остается очень высоким торговый оборот на уровне малых и средних предприятий. Это экспорт, импорт. Кроме того, в целях углубления и расширения двухсторонних отношений действует межправительственный совет, на площадках которого подписываются инвестиционные соглашения в разных отраслях. Страны являются членами ЕАЭС. В рамках Союза также имеются возможности найти бизнес-партнеров во всех сферах. Рахат Батырбекова, Меримбек Джусупекула, ЛТР Бишкек.